Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. В арктическую навигацию будет задействовано более 100 единиц флота. Первые суда на север отправились 21 июля. За короткий период планируется доставить все необходимое в самые отдаленные пункты доставки грузов. Как проходит навигация на северных реках и с какими сложностями столкнулись речники, об этом и не только поговорим с гостем нашей студии Юрием Бадиным. Это начальник управления по эксплуатации флота ПАО «Лорп». Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как стартовала арктическая навигация в этом году и по каким рекам ходят суда «Лорпа»? Так, навигация 2021 года началась 20 июля. В принципе, по планируемым срокам позволила работу теплоходов Ленского пароходства работать без ледокола. Легкие условия были по ледовой ситуации. Работаем мы с 20 июля по 1 октября. За этот короткий промежуток времени, за 72 дня, надо доставить необходимо порядка 500 000 тонн для получателей арктических районов нашей республики. Эксплуатация проходит по рекам Хатанга, Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. Также перевозим каменный уголь на Певек. Но эта география Ленского пароходства не ограничивается. Также работаем в Баренцевом море, Белое море, Карское море. Работают два сухогрузных теплохода типа сибирских, река, море, плавания. И буксируют у нас нефтеналивными баржами, которые в настоящее время баржу одну уже загрузили. И грузится вторая баржа назначением в наш регион, северо-восток страны. Расскажите, все ли реки полноводные и, возможно, вы уже столкнулись с какими-то трудностями? Да, если брать первый период навигации, это завоз был грузов на быстро мелеющие реки Амга, Вилюй, то с Вилюем нынче ситуация, конечно, по средним многолетним была мелководна. Марха река вышла раньше срока определенного, плюс с попусками, с судоходными не очень хорошо было, так как накопления воды было мало. Поэтому, да, но тем не менее объемы все были завезены Ленским пароходством, был привлечен дополнительный флот, весь жизнеобеспечивающий груз доставлен до пунктов назначения. А расскажите, как сказывается режим чрезвычайной ситуации в связи с сложной лесопожарной обстановкой в регионе? Да, по реке Алдан ограниченная видимость, вызванная лесными пожарами, конечно, свои коррективы вносит в наш транспортный процесс. Теплоходы увеличивается круговой рейс по времени, потому что идем с безопасной скоростью, привлечены дополнительные меры. Люди со службы безопасности, которые опытные, помогают движению. Ну и бывает ситуация, когда мы просто стоим, так как видимости нет вообще. Ну, ветер меняется, ситуация меняется, и поэтому, да, коррективы, конечно, лесные пожары вносят в наш транспортный процесс. А это может существенно как-то повлиять на сроки доставки грузов? Уже идем с безопасной скоростью, просто может немного отодвинуться. Но, тем не менее, будем смотреть по обстановке. Флот передислоцируем, если надо будет это. Ситуация позволит. Ну, на сегодняшний день со всеми трудностями всегда Ленское пароходство справлялось и доставляло груз вовремя и в срок. С учетом нынешней ситуации сложилось, да, что логистика поменялась у нас в перевозке каменного угля. Планировалось порядка 70 000 вывести нам с шахты Джабари-Кахая, но там какие-то сложности были, я так понял, по шахте или по наличию угля. И поэтому сейчас идет замещение с реки Колымы порядка 50 000 на реку Яна. Вот. То, что планируемый объем 18 000, мы уже отгрузили. И все, и весь флот сейчас будет передислоцирован. Конечно, пароходство несет определенные трудности, потому что сейчас передислоцируем флот, мы на реку Колымо, порядка 50 000, это, конечно, объем большой, но... А какое в процентном соотношении, это примерно сколько уже отгружено от плана? По плану порядка 400 000 тонн мы перевозим. Так, там 140 000 тонн это нефтепродукты налива составляют и 260 тонн сухогрузов. На сегодняшний день порядка 100 000 отгружено, 100 000 тонн. Так, ну, будем считать, что это 1/4, а доставлено порядка 25 000. А в первую очередь это, конечно, топливо? Топливно-энергетические ресурсы, конечно, жизнеобеспечивающие грузы, которые нужны для жизнедеятельности районов Крайнего Севера, в первую очередь. А в какие сроки пройдет арктическая навигация? Срок 20 июля начинается
и 1 октября заканчивается. Но бывает ситуация, что ледовая обстановка позволяет двигаться, немного продлеваемо, соответственно, с Министерством транспорта России в Москве. А меняется ли вообще как-то характер арктической навигации за последние годы? Да, навигация похожей одна на другую таких не было. Были ситуации, когда мы 8 августа выходили в рейс, не могли, были сложные ледовые условия. Бывала ситуация, что у нас 2 ледокола работало, один в западном направлении, один в восточном направлении. Только с учетом сопровождения ледоколов груз, теплоходы сами двигаться в таких льдах не могли. И такие навигации. Ну, в последнее время потепление, это, конечно, сказывается на нашу работу. Поэтому вот нынче навигацию мы начали без ледокольной проводки, легкие условия были. И поэтому началась навигация. Ну а в целом, если брать по навигации, по арктической, порядка 30% флот Ленского пароходства простаивает улучшение погоды, которые штормовые, которые двигаются там. А есть ли какие-то проблемы, связанные с дноуглубительными работами? Баровые участки лимитируют. В принципе, на Яну заехали, зашли очень хорошо. Работают земснаряды там. Нас, в общем, в этом процессе, конечно, могут сдерживать глубины. Были тоже ситуации, и по 30 дней мы простаивали. Но прошлая навигация прошла удачно у нас. Были у нас ограничения по воде. Мы же четко зависим, получается, от погоды, от погодных условий, от гидрометеорологических условий. То дым не видно, то воды нету. Но все равно, как говорится, флот, транспортный процесс у нас не останавливается. Просто сроки немножко сдвигаются, вставляются в срок. Какие суда задействованы в целом в арктической навигации и от каких факторов зависит использование того или иного судна на реках Арктики? Ну, во-первых, по техническим характеристикам у каждого теплохода есть свой район плавания. На морях используем теплоходы река-море плавания, которые на баровых участках и на реках с речным регистром, которые ходят по реке. Это все связано, конечно, с техническими характеристиками теплоходов, которые оснащены движением в той или ином районе. Ну а расскажите еще, сколько грузов планируется в целом завести в северные районы региона? И какие это грузы, помимо, может быть, тех, что вы уже озвучили? Так, в общей сложности Ленское пароходство перевозит порядка 1,5 миллиона тонн. В Арктику порядка 400 тысяч тонн. Как говорил, уже получается 400 тысяч тонн перевозим, 140 это нефтепродукты налим составляет и 260 тонн сухогрузов. Груза различные, каменный уголь, нефтеналивные грузы наливом. Это дизельное топливо арктическое, зимнее, бензины, топливо самолетное. В общем, что необходимо для жизнеобеспечения наших граждан. А по сухогрузам генеральные грузы, сыпучий каменный уголь. Также генеральные грузы, лес круглый, технику перевозим, контейнера перевозим, машины перевозим. Все. Все, что необходимо, перевозим все. Ну, давайте все-таки поговорим об техническом оснащении флота ЛОРПа. Как решаются чрезвычайные ситуации на судне, допустим, если разлились где-то нефтепродукты? На каждом теплоходе есть аварийно-спасательное снабжение, есть пожарные. Также оборудование радиолокационным оборудованием. А то, что по разливу нефтепродуктов, то есть разработано предупреждение и ликвидации нефти и нефтепродуктов наливом. В соответствии согласовано, конечно, с Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Саха-Якутия, также с Москвой и Хабаровским краем. В этих прописано все, как и при каких условиях действует, допустим, тот или иной субъект. Если это прошло, значит, взаимодействие с Министерством чрезвычайных ситуаций, прописаны должностные обязанности, начиная от рулевого моториста, заканчивая капитаном, и также с береговыми службами, с рядового инженера и до генерального директора. Собираются штабы и работаем согласно этого положения, которое утвержден. Давайте в завершении в целом о навигации. Навигация всегда подразумевается на 2 периода. Первый период это мы завозим на малые, быстро мелеющие реки, получается это Амга, Вилюй. Флот, согласно, предварительно флот перед тем, как начать навигацию 2020 года, флот расставляется по плановым путам отстоя с учетом всех характеристик, потому что реки мелеют и надо успевать, пока реки полноводные.
Так, например, на реку Амгу мы завозим порядка 30 тысяч тонн. Но с учетом нынче сложившейся ситуации по шахте Джабарик и Хая пришлось всего 15 тысяч. Остальной каменный уголь был передислоцирован, перенаправлен, скорее всего, точно на реку Вилюй. Вот. И с этим связана все наша работа. Потом начинается арктическая навигация. И все, флот приходит в плановые пункты отстоя, начинает ремонт, ремонтируемся и готовимся к навигации следующего года. За это отвечают наши технические службы, даются ремонтные ведомости, смотрим, что у нас надо сделать, как отремонтировать флот, чтобы он в полном и исправном состоянии трудился на благо Республики Саха-Якутия. Спасибо вам большое, Юрий Юрьевич. Благодарю. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали с Юрием Бадиным. Это начальник управления по эксплуатации флота ПАО «Лорп».